Доброго вечера, мы из Украины. Я приветствую мою аудиторию и хочу сказать, что мы сегодня продолжаем серию программ «Марша Войла» с Асланом Арцуевым. И у нас сегодня гость, которого, скорее всего, лучше представит Аслан. А я, в свою очередь, хочу сказать, что Аслан — глава правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия. И у нас сегодня в гостях Муса Таипов, посол Чеченской Республики Ичкерия во Франции, во Французской Республике, и член президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Если я все правильно сказала, то хорошо, а если нет, поправьте меня, пожалуйста. Вы сказали все правильно. Я вас приветствую, вас и Аслана тоже. И я вас приветствую. Маша Довейла. Это во множественном числе, Мария. Маша Довейла. Маша Довейла. Это во множественном, да. Единственное, Маша Вовейла. У нас рода и рода обозначаются глаголами. Женский, мужской, множественный у нас обозначаются глаголами. Поэтому, такой нюанс — это отдельная тема. Да. Я хочу сказать, что переведу все же для наших зрителей значение этого прекрасного приветствия. Это означает «приходи свободным», также есть «живи свободным» и «уходи свободным», потому что самое главное для чеченского народа — это свобода. Это, кстати, очень роднит чеченский народ и украинский, потому что для украинцев самое главное — это воля. И даже на украинском гербе, и об этом говорят в школе на самом первом уроке, вот для самых первых первоклассников, рассказывают, как в гербе зашифровано слово «воля». Итак, я рада вас приветствовать, и сегодня мы поговорим немного о международной тематике, то есть о том, насколько удается или не во всем удается, но все-таки достучаться до западного мира, рассказать европейцам о том, с какими проблемами теперь уже сталкивается не только Ичкерия, не только Украина, но вполне возможно весь цивилизованный мир. Сколько угроз исходит от России, насколько удается достучаться, скажем так, или пока еще, европейцы в каком-то находятся таком беспечном неведении, в каких-то иллюзиях и не вступают в борьбу с этим Левиафаном, как бы нам того хотелось. Как вы оцениваете, Муса, сегодняшнее положение дел? В этом вопросе, вообще этот вопрос, он имеет, скажем так, несколько секторов. Первое — это положение в Украине, оказываемая помощь. Второе — это политическое руководство европейских стран, это отдельная тема. И народы Европы тоже это отдельная тема. Понимаете? Поэтому, если начинать с первого положения в Украине, вы его изнутри знаете, то, что там происходит. Тоже нашим зрителям было бы интересно услышать, во-первых, ваш взгляд, потому что вы во Франции хорошо чувствуете эти настроения. Как вы думаете, насколько французы вовлечены, насколько хотят помочь? Здесь и во Франции тоже, французы тоже разные. Есть бизнес-элита, она всегда аморальна. Их интересуют только доходы, финансы. Есть люди совести, называемых так, да, которые понимают всю эту ситуацию. Они, конечно, на стороне Украины. И есть политическое руководство, которое лавирует между интересами бизнес-элит и настроением общества. Понимаете? И настроение общества может измениться в какой-то момент. Оно немножко меняется, поскольку появляются финансовые трудности в связи с войной в Украине. Война в Украине, я как-то еще в одном из первых интервью сказал, что
украинским СМИ, что если когда русские напали на Украину, захватили Донбасс и Луганск, там, да, и это был дестабилизирующий фактор для Украины, то сейчас Украина является Луганском, Донбассом для Европы. Понимаете, чтобы дестабилизировать саму Европу. Поэтому это вопрос очень сложный. Он зависит, во-первых, от людей. Есть лидеры общественного мнения здесь, во Франции, в Европе вообще. И к ним общество прислушивается. На сегодняшний день вот эти лидеры общественного мнения полностью находятся на стороне Украины. И дай бог, чтобы они не изменили своего мнения. Но я боюсь другого, что могут появиться какие-то фейки, да. Здесь Россия имеет огромную агентуру. В Европе она имеет... Козла уже давно запустили в огород. Уже давно козел в огороде. И российская агентура, да, агентура влияния, это не те, которые там взрывают, там еще что-то. Агентура влияния. Здесь до сих пор русские какие-то там, русско-французские, русско-германские, русско-австрийские, да, общества. Это то же самое, это центры влияния, агентурные центры влияния, КГБ, ФСБ, которые оказывают влияние в том числе и на европейскую, скажем так, ну, если не элиту, то творческую интеллигенцию, которых приглашают на какие-то рауты, там, устраивают там еще что-то. Вот через это Россия очень имеет большое влияние. Но в связи с этой вот после Второй мировой войны такой войны не было. И вот это вот как бы встряхнуло людей. Сейчас они задумались. И на сегодняшний день русские здесь чувствуют себя неуютно. Потому что даже если они сами не виноваты, но тем не менее часть вины падает на них тоже. Понимаете? Люди так, общество так устроены. Это не потому, что не объективны, а потому что сама человеческая, как сказать, суть, она такова. Доля вины всегда падает на представителя того или иного сообщества, которое имеет там какие-то там, совершило какие-то там, я не знаю, нехорошие действия. Поэтому вот эту вот часть, я думаю, ответил. А по правительству лавирует. Сейчас у Франции, дело в том, что Франция имела хорошие контакты на африканском континенте. Сегодня уже 3 страны Россия вывела из-под влияния Франции. Это огромный экономический удар, финансовый удар. Уже и политическое руководство Франции, поняв вот эти вот то, что им творят, вот Макрон поехал по Средней Азии, проехал. Понимаете? Он же поехал не потому, что там ему делать нечего было. Он тоже решил пройти под брюшью России. Россия работает в подбрюшье Европы. Теперь, значит, Европа начала работать вот в странах Средней Азии. Это подбрюшье уже самой России. Понимаете, это вообще события развиваются так, что в любой момент может полыхнуть. В любой момент. И виной является только один субъект международного права – это Российская Федерация, Россия. И, в частности, КГБшное руководство, которое захватило власть в России. Полностью захватило. Полностью. Я соглашусь с вами. Более того, добавлю еще, что они теперь разжигают войну между Венесуэлой и Гаяной. Это, оказывается, там было найдено в Гаяне месторождение большое, перспективное, нефтяное. И поэтому Сечин весь свой спецназ в лице давно инкрустированных в Венесуэлу сателлитов, миньонов своих, таких как
Столяренко, Еврофинанс, которые там на базе Венесуэлы создавали целые платформы. В дальнейшем сам Столяренко переехал в Монако и оттуда продолжает свою деятельность, но тем не менее вся эта сеть опутала Венесуэлу еще со времен Чавеса, и теперь во время Мадуро это все продолжается. И вот представьте себе, сейчас они устраивают новый очаг именно в Латинской Америке. Казалось бы, такое радостное событие, избрали президента-либертарианца в Аргентине. Аргентина, кстати сказать, сказала, что не будет принимать никакого участия в БРИКС. Но вот ответным шагом, видимо, было развязывание довольно-таки, знаете, такого трудного, скажем, конфликта, потому что он длящийся. Это 899 года, еще со времен британского протектората, и дальше в 60-х годах они никак не могли прийти к какому-то соглашению по границам. И вот видите, каждый такой тлеющий уголек является, как вы совершенно верно сказали, поводом постараться разжечь большую какую-то такую, знаете, вот что называется Третью мировую войну. То есть, может быть, даже сказать было правильнее, что она в какой-то степени уже идет, просто мир находит пока силы ей сопротивляться. Нет, не находит силы сопротивляться, просто мир не видит этого. Понимаете? В какой-то сомнамбуле находится. Они не видят. Война уже Третья мировая идет. Плюс ко всему, я как-то писал, что Путин создал идеальное государство, да, идеальную систему для ведения войны. Нищее население, обездоленные, там, лишенные всех прав, там, доходов, социальных там, каких-то там гарантий, да, это самая лучшая среда для вербовки и отправления на фронт, где только там они могут получить какие-то доходы. Да. Точно такая же система и в Венесуэле, и в остальных странах. Нищее население – это самая лучшая среда для агрессии, для ведения агрессивных войн. Люди, которые живут состоятельные, обеспеченные люди, они не хотят воевать. Зачем им воевать? Они обеспечены, у них, скажем так, есть какое-то будущее. А люди, у которых нет ни настоящего, ни будущего, это самая лучшая такая среда для того, чтобы их нанимать, там, посылать на войну, и они будут из зависти, из каких-то там еще, из злости, да, обозленно, они готовы убивать кого угодно, что угодно. Это вот то, что вы привели, да, про Венесуэлу. То, что в Аргентине отказался участвовать в БРИКС, такой неординарный такой тип с бензопилой. И я надеюсь, что в Аргентине тоже экономическая ситуация не очень. Но, тем не менее, то, что он там предлагает, я не знаю, как это у него выйдет, но парень такой неординарный, он чем-то на Трампа похож. Такой, даже на этого, как его, певец был. На Элвиса Пресли. Да. Вот эти его баки там. Я не знаю, сейчас время неординарных людей, поэтому я надеюсь, что у него что-то получится. Это поспособствует разрядить ситуацию, в том числе и на американском континенте. А это чем меньше напряженности, тем лучше Украине. Тем больше будет внимания к Украине. Вот то, что Кремль старается разнести вот эти угли, да, закинуть, чтобы раскидать их, чтобы побольше было полыхнуло, да, это делается только для того, чтобы отвлечь внимание от Украины. Даже те события, которые произошли там в Израиле, да, этот теракт, да, я абсолютно уверен, что за ним стояла ФСБ. ГРУ, ФСБ – это одно и то же, да, я абсолютно в этом уверен. Потому что нужно было отвлечь основное внимание от Украины, и нужно вот эти вот конфликты множить, чтобы Украина оказалась на периферии, чтобы она не была в центре внимания. Кому выгодно, да? Кому это выгодно? Скажем так, тем палестинцам, да, которые там сейчас находятся под ответными ударами израильской армии. Или израильтянам это нужно? Нет. Нет, не нужно. Кому нужно?
А Хамас что такое? Как я помню, в 2006 году Хамас приехал в Москву, и одномоментно с ним Махмуд Аббас приехал в город Джахар, бывший Грозный, к этому Кадырову Рамзану. И они оба и там заявили, что мочите чеченцев – это ваше внутреннее дело. Сейчас чеченцы, эти дебилы, да, которые сейчас за Хамас ратуют, выступают за Хамас, есть такие, появляются, да, они забыли об этом. Такая короткая память – это непозволительно. Арабов там 300 миллионов вокруг. Если они... Палестинцы – это не нация, это территориально, вот как донбассчане, да, это не нация. Палестинцы тоже самое, не нация. Вот арабы, братья живут вокруг. Они должны озаботиться и их ситуацией, их положением в первую очередь. Понимаете? Путин же озаботился о русских Донбасса. Неужели там не появится какой-нибудь Путин? Знаете, это вся эта ситуация, я боюсь, что эти конфликты будут разрастаться, потому что в этом заинтересован Кремль. Кремль, Лубянка – это одно и то же. Потому что внимание, которое мировое сообщество привлекало, было привлечено к Украине, его нужно было обязательно рассеять, там, я не знаю, там, раздуть, разнести, убрать. И вот тот, кто недооценивает российскую политику, тот, кто считает, что они там глупые, тот сам глупый. У них огромные институции, у них огромные традиции, глубокие. Понимаете? Они имеют агентуру по всему миру. Понимаете, вот даже здесь сюда ехали под видом беженцев. Как мне один товарищ сказал, русский, ОФРА называется организация, где получают убежище, получают политическое убежище. И он вышел, ему отказали, он вышел и говорит, если бы, говорит, в 814, по-моему, сказал, году, говорит, если бы мы не вышли с Парижа, сейчас бы не пришлось бы здесь просить убежище. Понимаете? Я ему говорю, ты свинья, говорю, а что ты сюда приехал тогда? Вы знаете, когда Франция содрогнулась, и это старались, кстати, историки замалчивать, но дело в том, что они там вытворяли все то же, что они вытворяли в Буче, Ирпене. Вот все это же самое они вытворяли на Елисейских полях. Да. Поэтому то, что вы сказали о традициях, ну да, вот такого рода традиции, они как-то передаются у них из поколения в поколение. Беззащитных, безоружных женщин, детей убивать, насиловать, грабить. Это вот, видимо, действительно какая-то традиция, она, видимо, действительно довольно сильна, как ни странно. И как бы кто ни старался, как бы кто ни думал в 90-е годы, что они поменялись, что пришел Ельцин, он тяготел к номенклатуре ничуть не меньше, чем его предшественники и руководители Советского Союза. Поэтому, к сожалению, получилось так, что в России не было ни переосмысления, ни люстрации, ни правовой оценки деятельности КГБ или КПСС. И они переждали, конечно, для себя не очень выгодное десятилетие, но, к сожалению, вылезли еще более агрессивные и, к сожалению, довольно подготовленные. Хотела вас спросить в связи с этим, как вы думаете, все-таки, ну, наверное, агентурная сеть или там, назовем это КГБ или ФСБ, неважно, ну, вот скажем, Лубянка, Кремль, силовые структуры, все равно они же, ну, уже, наверное, представляют из себя по меньшей мере 40%, наверное, того оставшегося населения в России, мне так кажется. Ну, во всяком случае, я думаю, что их спрут дотягивается вот до этого количества. Может быть, больше, может быть, мои оценки наивны, может быть, там еще больше уже погрязло в этом во всем. Но ведь и есть кто-то, кто этим всем недоволен. Я хотела спросить, своими безумными действиями они создают, в общем-то, одну за другой предпосылки к разнообразным
социальным взрывом, каким-то бунтом. Каждый закон еще более репрессивен по отношению к предыдущему. Как вы думаете, когда-нибудь назреет что-то такое, чтобы они вот вышли наконец-то, миллионы, и сказали: уходи, власти Путина? Нет, Мария. Мария, дело в том, что все к этой ситуации пришли же не одномоментно. Вот если бы Путин сказал бы, да, когда пришел, или Ельцин пришел к власти и сказал бы: вот все, пойдем воевать на Украину, вот тогда бы вышли бы. А все это происходило перманентно, незаметно, по чуть-чуть. И общество позволяло. А тем временем самых активных, самых совестливых, самых, я не знаю, честных там, да, тех, которые, допустим, переживал за ту же Россию, да, их потихонечку либо дискредитировали, либо убивали, понимаете, либо подкупали. Понимаете? Многие исчезли в небытие странным образом. Кто-то там неожиданно умер, там инфаркт, там еще что-то, там автомобильная авария, там еще что-то. Понимаете? А тем временем, если бы они одномоментно сделали бы, тогда бы народ бы вышел. А сейчас уже некому выходить. Сейчас некому выходить. Понимаете, в чем дело? Сейчас это такое болото, да? И люди уже даже слова сказать не смеют. В то время, в 90-е годы, помните, насколько в России на самом деле там была и свобода слова, там и СМИ были, и печатные издания, и телевидение было совершенно другое. Понимаете? И правоохранительные органы были другие. А сейчас что? Сейчас там эти каратели, опричники, Росгвардии назвали, да? Которым просто так могут любого избить, убить, обвинить в чем угодно. И люди это понимают. Опять-таки, это общество. Они не увидели, да, вот той тенденции тогда еще. Каждый думал: да ладно, приспособлюсь, когда мне какое дело. А в итоге получилось то, что получилось. И сейчас вот этот монстр, да, который глубоко там внизу прятался, он вылез и показал свое хищное рыло, которому ужаснулся весь мир. Но он набрал силы. Вот теперь что с этим делать? Это огромная проблема для всего мира. Муса, позвольте мне тоже задать один вопрос, Мусе, Мария. Муса живет во Франции и является послом Чеченской республики Ичкерия, как в начале передачи вы сказали. И сейчас во Франции, недавно произошло убийство учителя, человека, который с Кавказа, но он не чеченец. Но везде, во всех средствах массовой информации начали сообщать, что уроженец Чечении совершил это преступление. И очередной раз нас оболгали. Недавно, выступая на канале «Гордон», экс-КГБшник тоже высказал такую выдал недостоверную информацию о Джохаре Дудаеве. И вот, Муса, как ты считаешь, вот этот террористический акт, это может быть не связанные вещи, то, что произошло на канале «Гордон», и то, что здесь, в Европе, нас средства массовой информации оболгали, но это может быть одной очень для нас это может быть очень плачевно, мы с тобой это знаем, Муса, как это потом аукнется на весь наш народ. Вот сейчас происходит, и вы занимаетесь, я знаю, разоблачением этой лжи, то, что убийца был чеченец, недавний теракт. Я боюсь, что еще произойдут террористические акты, какие-нибудь нападения под религиозным флагом. И там, вероятно, могут оказаться настоящие чеченцы. К большому сожалению, оболваненные. Идет большая работа по этому поводу. Вот я хотел бы у вас спросить, Муса, как вы это видите? Возможно ли, что вот эти нападения могут еще происходить? И дискредитация чеченцев полностью как демократов, и представление нас такими отмороженными исламистами, как
как о нас говорят. Мы об этом даже не догадываемся. Я с чеченцами общаюсь и говорю, вы понимаете, о чем о нас говорят? Многие даже по-русски очень плохо говорят, и некоторые там не понимают, что так сильно нас пытаются очернить. И когда ты доносишь эту мысль, они прямо получают немножко такой шок. Как так? Я говорю, ну я представляю, вот как евреев представляли. Как помнишь, Джахар говорил, был сперва еврейский сионизм, а потом чеченская мафия, теперь чеченский исламизм там, и так далее, и так далее. И абсолютно нормальные люди в мире представляются абсолютно ненормальными. Я знаю, ты возглавляешь... Ты, я говорю, потому что у нас не принято говорить на «вы» у чеченцев, и на «вы» я обращаюсь только потому, чтобы нас не чеченский зритель понял, что я с большим уважением отношусь к Мусе, поэтому я говорю, иногда перехожу с ним на «ты». И ты, Муса, вы занимаетесь вот этой работой, информационной работой в разгар русско-чеченской войны, второй русско-чеченской. Вы очень много сделали для того, чтобы доносить правду до людей. Вот сейчас как вы это видите, Муса, с опытом, с вашим опытом? Ну, первое, я абсолютно уверен, что все эти действия в отношении чеченцев имеют программный характер, что они координируются. Если, допустим, одномоментно разные СМИ подают одинаковые тексты, а потом как горячую картошку эту ложь перекидывают, потом ты не можешь найти концы, то нет сомнения. Поэтому теракту или преступлению, я не знаю, квалифицировали как теракт или нет, но по преступлению это был ингуш, а все СМИ передали, что это чеченец. И под этот шумок министр внутренних дел Дарманен, как вот тут во Франции, решил выселять, депортировать чеченцев. То есть они говорят, что он находился в списке С, подозреваем в каком-то терроризме. А если он находился в списке С, по крайней мере, они должны были знать, что это ингуш, что он не выходит из Чечни, и что он из Чечени, и что он не чеченец. Тем не менее, со ссылкой на Министерство внутренних дел вот эти вот французские СМИ подали информацию, что это чеченец. Мы попробовали, я попробовал, в частности, до сих пор ищу адвоката, чтобы подать в суд на эти лживые издания, поскольку это называется дефамацией, а я являюсь еще председателем комитета, антидефамационного комитета чеченцев Европы, и я не могу найти адвоката, ни один адвокат не берется. Демократия. Вот когда Папа Римский заявил, что самые жестокие в Украине чеченцы и буряты, а русским не присуща жестокость, что они какие-то там высокоблагородные, высокодуховные. И я начал искать адвоката, никто против Папы не берется выступать. Я вышел на еврейскую антидефамационную лигу в США. Вот они мне обещали помочь. Понимаете? Что вы видите в дальнейшем, Муса? Как вы видите дальнейшее развитие этих событий? Это будет продолжение этому, рецидив будет? Конечно, будет продолжение. Продолжение уже есть. Я сижу и боюсь, я уже там передал всем знакомым, что вот сейчас праздничные дни начнутся. Я прошу, чтобы детей своих, чтобы сами не ходили на праздничные мероприятия, на скопление людей. Потому что где-то в урне будет заложено взрывное устройство, там чеченец пройдет, оно взорвется, и тут же заявят, что чеченский террорист совершил. Это было в России, то же самое делали. Понимаете? Это в России, это апробированная технология. А поскольку российской агентуры здесь много, поскольку СМИ, многие СМИ уже давно куплены Россией, у них денег очень много. Понимаете? И вот эта опасность террора, она нависла над Европой. Она буквально, как тяжелая грозовая туча, нависла над Европой. Понимаете? А противодействовать этому мы будем
потому что у нас ничего не осталось. Лично у меня ничего не осталось. У меня есть только имя. Имя моего народа и мое имя. Все. Ни имущества, ничего у меня нет. Мне оно и как-то Бог дал, Бог взял, да? А у меня осталось имя. Имя моего народа, честь моего народа. Это для меня выше всего. Вот и все. Муса, позвольте мне задать вам такой вопрос. Как вы оцениваете сегодняшнюю волю к свободе, к освобождению от оккупации России, Чеченской Республики? Как вы считаете, насколько тяжелый, вернее сказать, безвозвратный какой-то вред нанес Кадыров чеченскому народу, насколько он смог, ну, скажем, знаете, расправиться вот этим жутким образом с большей частью самых прогрессивных, самых разумных, самых сильных, волевых чеченцев, которые, конечно, очень хотели свободу для своего народа добыть. Как вы думаете, насколько сегодня положение таково, что все, вот знаете, у меня была надежда, что все просто ждут, когда он, наконец, отправится, ну, мне кажется, куда-то в преисподнюю, и тогда воспрянет это движение вновь? Или это я преувеличиваю? Дело в том, что Кадыров только инструмент. Вот, допустим, бандит нападает, у него в руках дубинка. Вот эта дубинка в руках России. Он инструмент, он вообще никто. Понимаете? Вместо него мог быть любой другой. Почему поставили Кадырова? Если поставили бы какого-нибудь Иванова, Петрова, Сидорова, то это было явным фактом оккупации. Поэтому поставили вот такого человека. Сначала их как... Я не знаю, когда учился в институте, у нас там в Архангельске крыс много было. Я в Архангельске учился, занесло меня. И вот там крысоеды выращивали, несколько крыс посадят в железную бочку, и когда одна съест всех, которые ее выпускали, она питалась только крысами, все крысы убегали. Вот в эту бочку посадили несколько Ямадаевых, там, Кадыровых, там, Байсаровых, там много разных. И вот этот Кадыров всех съел. И тогда Лубянка его выпустила, сказала, давай. Инструктора у него есть. Институт спецназа у нас открыли там. Российский институт спецназа у нас. С России привозят, у нас подготавливают и налепливают шевроны полк Ахмат, хотя там русские, татары, кто угодно. И отправляют. А украинцы говорят кадыровцы. Это не кадыровцы, это россияне. Знаете? Что касается воли к свободе, воля... Дело в том, что у нас устроили испытательный полигон. Вот эта лаборатория была создана у нас. Вы заметили, наверное, у нас раньше извинялись, да, перед кем-то там. Сейчас в России эта практика пошла. Она расползается волнами. Дело в том, что воля к свободе у чеченцев, я не знаю, ее, по-моему, вместе чеченца можно убить. Понимаете? Но другое дело, что у нас есть такая пословица «не спеши и не забывай». Сихамало дица мади. Не спеши и не забывай. Сегодня нет условий. Сихамало дица мади. Я вам напишу, Мария, отдельно. И поэтому люди просто... Да, это трудно, но, клянусь, они ничего не забыли. Ничего не забыли. Никто не забыл и не забудет. Вы представьте, у нас месяц через 100 лет потомкам даже мстили. Понимаете? Сихамало дицамади. Терпение, терпение. Сегодня нет условий. А что касается Кадырова, уберут там, не уберут, я вон слушал выступление Закаева, что тут война начнется, там это. У нас есть там в Лондоне артист все время. Всякие
ну, то, что лайки собирает, и обманывают людей. Нету там условий. Вся, по сути дела, ситуация у нас зависит от ситуации в Украине. И не только у нас. В Грузии, в Казахстане, в Молдове, в странах Балтии, в Польше, в Венгрии. Вообще везде все зависит от ситуации, от исхода войны российско-украинской. Вот эти люди, если они это не понимают, да, то они либо дебилы, либо они специально вводят в заблуждение. Понимаете? Или у вас там в Украине там садятся и освобождение Кавказа, там создают какие-то организации. Ну, это такие дешевые пиар-ходы. Видать, там на эти мероприятия отпускаются какие-то средства, вот они их пилят, имитируют деятельность. Понимаете? Во-первых, освобождение Кавказа – это сама постановка некорректна. Если говорить о освобождении Грузии, Азербайджан, Армения – суверенные государства. Наша республика суверенная, но оккупированная. Остальные республики, Дагестан даже формальную резолюцию, декларацию о суверенитете не принимал. Ингуши провели референдум и заявили о своем желании находиться в составе России. Все остальные, кого они хотят освобождать? О чем они говорят? Они вообще... Или они, наверное, хотят создать, как Кремль делает, да, создать конфликт за пределами, чтобы отвлечь внимание от Украины. И Украина пробует создать конфликты, чтобы отвлечь силы от вооруженные силы Российской Федерации, оттянуть с фронтов. Знаете, ну, это делать до того примитивно, до того, ну, даже смешно. Они освобождают Кавказ. А где вы были, когда Ичкерию в течение 2 войн убивали? Президент Украины стоял 9 мая 1995 года, когда нас убивали, на трибуне. Приветствовал. Сейчас они говорят, украинцы говорят там, что, мол, того-то приняли из российских деятелей, того-то приняли, что им не нравится. Украина спала. Украина спала. Украина думала, что братья. В России нет братьев. В России есть либо холопы, либо мертвые. Россия не принимает паритетных отношений. Либо ее нужно задавить, либо она задавит. Это совершенно... Я не знаю, вот эти политики, политологи, которые там сидят, сказки рассказывают, они историю России хотя бы знают? Хотя бы в объеме средней школы. Ну, я в YouTube уже не захожу. Я украинские СМИ перестал смотреть. Вот Яковенко я смотрю, по-моему, Яковенко, да? Игорь Яковенко. Его я смотрю, он очень хороший анализ его. Игил Рустамзаде, его я слушаю. Понимаете? То есть анализ хороший. Этот военный анализ, у этого политический. Есть еще там несколько политологов, аналитиков. Остальных я не смотрю. Мне просто стыдно смотреть, что они там болтают. Это позор. Они обманывают людей. Это война надолго. Это война надолго. Быть или не быть, все. Либо Украина будет поглощена, либо Россия будет развалена. Больше никаких иных вариантов нет. Понимаете? Больше никаких вариантов нет. Если убийца встретился с жертвой, либо жертва должна убийцу убить, либо убийца убьет эту жертву. Понимаете? Надо людей готовить, нужно говорить правду людям. А тут сидят сказочники. Сейчас мы, арестовичи всякие, там, через 2 недели, там, в Крыму будем, там, в Москве будем, Кремль развалим. Они вообще не понимают. Я говорил, Путин создал идеальное государство.
идеальную систему для агрессивных войн. Обнищавшее население, не имеющее доходов, с удовольствием по 200 тысяч рублей для вон того, где там сидит в Самарской, там, я не знаю, где там еще 200 тысяч рублей, для него это сказка. Если он не захочет, его жена, дети вытолкнут, скажут: иди, что ты сидишь, пострадай за отчизну, убьют тебя, скотина, ну хотя бы деньги тебе, а так ты ходишь здесь, бичара. Примерно такая ситуация, понимаете? 5-7 миллионов дают за погибшего. Ну, да, 5-7 миллионов для какого-то там, извиняюсь, быдла, это для них сказка. Да, если он не пойдет, они его сами поймают и отведут от призывной пункт. Знаете, это на самом деле опасно. Ситуация очень... Ядерного этого оружия, это все... Они не сумасшедшие там. Это все ерунда. А вот эта вот подпитка мяса, мясные штурмы, да, это будет. Вот Украина должна, украинские воины, да, должны их перемалывать. Как это сделать наиболее эффективно, это военное командование должно знать. И, наверное, знает, работает над этим. Я имею в виду ВСУ Украины. Ну и потом ГУР Украины хорошо работает. Уже я говорил, да, украинцев там в России много, понимаете? И они не забыли, что они украинцы. Сейчас уже где там? На БАМе уже поезда начали подрывать. А там много украинцев. Историческая память. Это благодатный огонь. В основном это благодатный огонь. Я хотела вам сказать, что у нас главная сложность заключается в том, что не хватает коммуникации как с европейскими, можно сказать, даже простыми людьми, так было бы даже правильнее. И, конечно, катастрофически не хватает этой коммуникации с простыми гражданами США, с американцами. Потому что очень многие, те, которые бы и вышли лишний раз на митинг в поддержку Украины, кто бы написал бы в социальных сетях и потребовал бы, они находятся в иллюзии, будто бы их страны все, что нужно, предоставили Украине. Это большая проблема. И вы знаете, я сама каждый день бьюсь, в общем-то, именно чтобы вот этот информационный пузырь преодолеть. Это связано с тем, что почему-то делегировались эти все как бы возможности непосредственно американским СМИ, например, которые сами тоже кому-то принадлежат, борются за какие-то партии, там ангажированы, и поэтому преподносят информацию так, как нужно им, а не так, как нужно нам. И вот что происходит. То есть если в начале войны была настолько колоссальная поддержка, что просто выходили спонтанно, стихийно на митинги, на площади. И, в общем-то, и не нужно было как-то дополнительно воздействовать на какие-то средства массовой информации, потому что хотели помочь, хотели именно добиться, чтобы Украина быстро победила, именно победила. Не просто остановились там военные действия, там боевые какие-то, вот как сейчас я иногда слышу эти формулировки, очень тревожные, кстати, а именно победила. Это то, что нам нужно. И вот теперь понимаете, что получается, что эти СМИ смогли убедить народ в том, что Украине якобы было столько всего предоставлено, а на самом деле Украине было предоставлено ничтожно мало. И если даже были большие какие-то бюджеты запланированы на помощь на 27-й, 8-й год, это, простите, еще когда. А сейчас нашим воинам остро не хватает вооружения, которое стоит и пылится квадратными километрами в пустынях Аризоны, там, Калифорнии, Невады. Потому что они были созданы, все эти образцы техники, тогда очень прогрессивные, 20 лет назад, для борьбы с потенциальной угрозой, которая исходила от Советского Союза 30 лет назад, 40 лет назад. Эта вся техника, то есть Советский Союз сейчас напал этой самой техникой, под видом России, именно что вторгся в Украину. И, казалось бы, предоставьте вы эту технику, она вам не понадобится, вы не сможете ее использовать в какой-то другой войне. Для вас она ментально устаревшая, она уже не соответствует давно тем стандартам, которые сейчас есть в американском производстве. И представьте себе, получается ситуация, при которой
техника, квадратные километры, десятки квадратных километров техники стоят, по-прежнему пылятся и стоят, между прочим, даже консервация стоит дороже, чем отправка в Украину этой техники, и по-прежнему они там стоят, а наши воины, которым эта техника остро необходима для победы, к сожалению, вынуждены ее ждать месяцами, а ее все нет и нет. Дело в том, что давайте разобьем это на несколько частей. Первое, по коммуникации с обществами в европейских странах или в США, это обязанность посольств. Они давно уже должны были инициировать, помочь, найти наиболее активных, создать какие-то культурные центры с увлечением, допустим, во Франции французов. Понимаете, это нетрудно. Да? Митинги проводить — это одно, а вот ежедневно, если, допустим, будет какой-то культурный центр, даже вот украинская кухня, да, если бы зашел бы француз там, или немец, попробовал борща там, или оладьи, там, еще что-то, уже бы он бы относился по-другому, да? Там же проводить, там, это, снять какую-то там комнату небольшую, да, помещение, это нетрудно. К сожалению, посольства стран, я не знаю, чем они занимаются здесь, я не пойму этого. При их возможности все-таки у них есть финансирование, бюджет, так? И для того, чтобы это опять-таки тоже это война, это информационная война. Если ты перетягиваешь на свою сторону общественное мнение, это опять-таки способствует, меньше крови там прольется, потому что эти люди начнут принуждать свое правительство помочь этим красивым людям, этим замечательным людям. Понимаете? Это первая часть. А вторая часть, то, что вооружение. Дело в том, что Украина наибольший экономический потенциал, можно сказать, самый больший экономический потенциал. Я имею в виду в том числе и по вооружениям, да? После развала СССР оставался на территории Украины. И это не какие-то там диверсанты его уничтожали. Это уничтожали. Я писал об этом, что нужно привлечь все бывшее военное политическое руководство Украины, да, к ответственности за то, что они разрушили ВПК, мощнейший ВПК. Украина входила в десятку мировых экспортеров вооружений. Она и сегодня в состоянии, поскольку вот эти вот интеллектуалы, инженеры, конструкторы, они же остались до сих пор. И Украине нужно, если вы будете зависеть во всем от внешних, то вы уже проиграете. Завтра перекроют кран, да? И все. Что тогда? А то, что в США, я как понимаю, я об этом писал давно уже. Если мы вспомним Вторую мировую войну, нацистскую Германию, она появилась как? Кто ее создавал? Кто поставлял руды, металлы, пшено? Кто, на чьей территории обучались будущие танкисты, летчики, люфтваффе? На территории СССР. Они все необходимое закачивал Сталин, СССР закачивал в Германию, чтобы создать вот этого монстра, и чтобы этот монстр начал воевать там с Западной Европой, чтобы напасть сзади. А Китай 30 лет назад, мы знали, что есть Китай. Но кто-нибудь знал, за 30 лет этот монстр как появился? Россия отдавала им все. Она и сейчас отдает, если, допустим, в Европу по $300 или евро за кубометр, в Китае отдавали за 100. Если сюда за баррель там продавали за 100, туда продавали за 30. И сейчас они гонят туда. Лес, все необходимо. Огромные территории Китай взял на 49 лет, на 50 лет в аренду. Понимаете? И Китая Россия не боится.
Почему? Вот говорят, что, мол, Китай поглощает. Не поглощает. Потому что с Китаем войны не будет у России. Но вот этого монстра Россия создала. Так? И Запад создал. Как создал? Там дешевая рабочая сила была, и они предприятия туда вывезли. А сейчас китайцы тоже хотят приличную зарплату, им нужно переносить свои производства. В США в том же целые города, вы, наверное, помните, Детройт, там еще, да, автомобильные гиганты там вывезли. Они были уничтожены. Превратились в города-призраки. Понимаете? А теперь проблема, головная боль для всего мира – это Китай. Россия что говорит этому миру? Это мы не слышим. Но она говорит примерно так. Верните нам наше это Белоруссия, Украина, Молдова. Знаете? И тогда мы с вами будем союзниками против Китая. Примерно так там идет разговор. А Украина, и вот даже 3 Балтийские республики, потом может аппетит возрасти. А Украина разрушается для чего? Чтобы выдавить население, выдавливается население, уже более 10 миллионов находится, 7-10 миллионов, говорят, в Европе беженцев из Украины. Так? Плюс внутриперемещенные, там тоже несколько миллионов. Плюс 7,5 миллионов находятся на оккупированных территориях. Понимаете? А вооружение, если мы говорим о США, они одномоментно могли бы дать. Вы сами сказали, стоят там на консервации огромные, там я смотрел Google Maps там. Это просто, если бы они просто под колонну погнало бы, да, в сторону России, вот это вот количество бронетехники, которое там находится. Они сейчас спорят, эти F-16, не F-16. Но мое мнение, что Украина должна возрождать свой ВПК. Если этого не будет, и свою экономику трудно, легко, но нужно переводить ее на военные рельсы. Я этого не вижу. Я в Украине бывал в 15-16 годах. Я еще помню, я удивился. Там якобы АТО, а в остальных городах гужбанят. То есть как будто бы это... Вы понимаете, вот допустим, я по мизинцу, да, попал молотком. У меня все тело болит, да? Почему? Потому что это часть моего тела. Так? Если с моим соотечественником что-то произошло, это для меня проблема тоже. Так? Мы так научены, мы так, как сказать, взращены. А эти люди, они не чувствуют себя одним народом. Там парни погибают, а эти здесь гужбанят. Меня это, мягко выражаясь, удивило. Но, с одной стороны, слава Богу, что Россия в 22 году, да, 24 февраля вторглась, потому что украинцы проснулись. Вот только после 24 февраля появилась украинская нация. До этого не было единой украинской нации. До этого были там, я не знаю, какие-то там местечковые. А сейчас появилась украинская нация. Народ. Да. Можно я тоже добавлю, потому что вот, по вооружению, по тому вопросу, который вы задали, Мусе, я считаю, что определенная вина за то, что не возродили вот этот ВПК, военно-промышленный комплекс, лежит на Украине, как только что правильно заметил Муса, что он возрождается, сейчас уже есть тенденции в этом направлении. Также Гарри Табах, например, очень долго кричал, трубил по поводу того, что по ленд-лизу. И его не только не слышали, не давали ему слова на широкой площадке в Украине. Наоборот, люди, которые стали спикерами от имени Украины, такие как Арестович, другие деятели, говорили, нам не нужен ленд-лиз.
да у нас все в порядке, нам и так дают оружие, и так далее, и так далее. А на Западе это слышали, в Америке это слышали и понимали, что им же не нужен ленд-лиз. Зачем им ленд-лиз? Если они Гарри Табаха не выводят там на первые свои... На один раз его приглашать, второй раз уже все. Гарри Табаха пытаются не приглашать. И не нравится только то, что говорит. Ему писали комментарии, что он вредит Украине. Представьте, Мария, мне писали, что он вредит Украине, говорили об этом. И человек, американец, требует от своего государства дать иностранному государству оружие, его обвиняли чуть ли не в шпионаже. И вот эти вещи, они сказываются. Рано или поздно это все потом всплывает. И сейчас, когда уже подошла такая критическая черта, тот же самый Арестович, сбежав в Америку, сообщает нам, что я вас успокаивал, говорит, в начале войны, а теперь я вам говорю, все плохо. А на самом деле это не нужно было никого успокаивать. Например, я не помню, чтобы Джохар Дудаев, чтобы какие-нибудь наши лидеры нас успокаивали, когда началась война. Нет, говорили, мы должны драться не на жизнь, а на смерть. И никто нас, и никакой паники я не заметил, чтобы Арестович нас успокаивал, говорил все, или в Украине я не заметил этой паники, волнения, переживания, все было, но чтобы какие-то панические настроения, просто их не было. По крайней мере, я их не видел. Поэтому оружие нужно, оно необходимо. Я думаю, что военно-промышленный комплекс в Украине это будет работать. Это уникальная возможность, нет худа без добра, как говорится, для Украины, чтобы заиметь современные технологии, которые, наверное, она бы никогда бы не получила бы, если бы не будь этой войны. Это очень серьезные технологии даже, которые сейчас в гражданском сегменте не применяются. Сперва они разрабатываются военными, потом уже иногда некоторые переходят уже в гражданский сектор. Поэтому мы будем надеяться, что Украину, во-первых, я убежден, никто не оставит, никогда ее не оставит. Россия никогда не победит Украину. Это просто исключено. Но есть одна большая проблема. Россия, знаете, как ведет войну? Она нападает войной, армией, и предоставляет возможность армии насиловать, грабить, совершать зверства, отвлекая внимание от власти. А тем самым происходит главное событие, которое происходит за кулисами. Спецслужбы России пытаются захватить эту власть в свои руки. И вот такая вот интересная гибридная война в России всегда происходит. Воины не разрушают, они же не захватывают города. Они просто уничтожают все, что на своем пути. И в это время ведется усиленная работа по захвату власти. И в Украине, как мы знаем, существовала КГБ УССР, которая является большой частью КГБ СССР. Одними из создателями КГБ СССР являются украинцы. И вот эти люди, они не хотят расходиться с Россией. Что там армия говорит, что народ говорит, их не интересует. Они хотят остаться с тем КГБ РСФСР или РФ, ФСБ. И нужно вести работу именно в этом направлении. Вся агентура ГБшная должна быть подвергнута люстрации, должна быть дана правильная правовая оценка, рассекречивание архивов. Все как было в Польше, в странах Балтии. И я думаю, тогда победа будет уже гарантирована. Это произойдет, я вижу, у меня нет никакого инсайда, я не владею никакой секретной информацией, но я вижу, что работа ведется, и слава Украине и ее защитникам. Героям слава. Аслан, если позволите, 2 комментария я сделаю. По поводу ленд-лиза. Вчера вышел 45-й выпуск программы «Американские горки». Он выходит раз в неделю. Как раз мы с Гарри и Юрий Табах ведем эту программу. А до этого мы вели еще другие без такого названия. Поэтому все, что вы говорите,
в той же степени применима и к моему каналу. Более того, я зарегистрировала петицию на Change.org с призывом остановить геноцид украинского народа и предоставить Украине ленд-лиз. Поэтому я была как бы участницей этого всего до тех пор, пока в конце концов срок закона не истек. Но я хотела бы вот что сказать. Я не считаю, что в том, что мы не получили ленд-лиз, вина исключительно украинцев. Это не так. Это было нежелание Белого дома. Это был запрет Белого дома говорить об этом. Это был даже, в общем-то, какой-то ультимативный подход к нам, потому что это Белый дом не хотел нам всего этого предоставлять. Почему я в этом так уверена? Потому что сенатор, который внес этот законопроект еще, кстати, до начала полномасштабного вторжения, это было еще в конце 2021 года, сенатор Корнин от Техаса, республиканец, он внес еще даже более выгодный для Украины текст, в котором не было ни ограничения по времени, он был бессрочным, и то есть на весь период боевых действий, сколько бы они ни шли. И кроме того, там были еще ряд положений, сейчас просто не хочу вдаваться в подробности, но это самое, наверное, основное. А дальше уже конгрессмен, демократ, внес поправки в это во все. По-моему, он как раз сейчас возглавляет большинство в Верхней Палате. И вот появилась эта дата 30 сентября 2023 года, до которой им надо было каким-то образом замалчивать, замыливать, зашумливать эту тему, с чем они успешно справились. И в итоге сейчас просто я перестала, например, говорить о ленд-лизе по той причине, что его физически нету, этого закона в действии. Потом говорилось о том, что они хотели якобы вроде бы его продлевать, но поскольку возник кризис, потому что сначала спикера не могли выбрать одного, потом в итоге выбрали, но, значит, его все равно палата, значит, решила поменять и так далее. Ну, в общем, сейчас ситуация такова, что у американского Белого дома есть presidential drawdown. Это возможность дать уже проголосованные 4,5 миллиарда вот на тот период, пока хотя бы не голосуют за новую помощь. Вот они есть, они находятся на счетах. Фактически это деньги, которые американский народ уже передал Украине, а Белый дом должен просто технически операцию эту произвести. Но он ее не производит. Поэтому я считаю, что перекладывать даже пускай, я понимаю, там ютубериат украинский, даже пускай там грантоеды белодомные, там пускай даже, я не знаю, какие-то отдельные там внештатные или еще какие-то советники, которые что-то говорили в первую очередь в интересах опять этого же самого Белого дома. Это не основная причина, почему не получили эту помощь. Основная причина находится в нежелании Белого дома эту помощь в этих объемах нам предоставлять. Это одно. Значит, и второе, что мы сказали, это по поводу архивов. Значит, к большому сожалению, в тот период, который вам тоже не нравился, когда вы сказали о том, как на трибуне стоял один из лидер того времени Украины, в это же самое время в Россию были переданы те самые архивы. При Марчуке это было сделано, или Марчук это сделал при Кравчуке. Значит, это были те самые архивы, которые могли бы позволить провести вот такую иллюстрацию, которая была бы максимально эффективной для того, чтобы действительно кадры, которые были как бы взрощены КГБ СССР и, в конце концов, КГБ УССР, не проникали в дальнейшем в другие специальные службы уже новой современной Украины. Но вот, к сожалению, в этой части у нас тоже большие препятствия по той причине, что эти архивы были переданы тогда, и фактически это лишает возможности произвести это дело все четко и обоснованно. Вот, пожалуйста, эти два составляющих. То есть в любом случае я вынуждена сказать, что Белый дом мог бы, но не делает. И Украина, в конце концов, пускай сквозь слезы, кровь, пот, но идет к своей победе и будет ее добывать, как вы совершенно верно сказали, даже если она это будет делать сама. И добудет ее. И думаю, что вы большой вклад очень делаете, привлекая к этому внимание, понимая
это как нашу общую войну. Я очень благодарна всем чеченцам, которые сражаются в составе вооруженных сил Украины. Но это действительно наш общий бой, и нам всем нужно сделать так, чтобы люди понимали, что основное сражение именно проходит в Украине сегодня. Давайте, может быть, вы расскажете о каких-то ваших ближайших планах, которые вы проводите. Я знаю, что у вас большая очень идет работа именно по... Послушайте, у вас там тоже, я хочу вам сказать, сколько людей, которые выдают себя за истинных чеченцев и воинов, и как сказать, оппозиции сегодняшнему руководству оккупантов. А тем не менее, это тоже очередная ширма, очередные марионетки, как мы выяснили в прошлой программе с Асланом. Поэтому расскажите, пожалуйста, про ваши ближайшие планы. Это нам тоже все очень важно, и мы тоже должны вам помогать. Я бы немножко дополнил ваш вопрос, Мария, и попросил бы Мусу рассказать о прошедшем съезде делегаций, представителей, в том числе президиума правительства в Польше на День независимости. Муса лично не принимал участие, но он в курсе всех этих событий. И потом уже в Европарламенте был принят меморандум. Вот, Муса, можешь вот на эту тему рассказать? Потому что я еще планировал вас пригласить себе на стрим, чтобы мы обсудили эту тему и с тобой, и с Ахьядом. И вот расскажите, пожалуйста, Муса. Самое трудное в нашей ситуации – это планировать. Как это сказал? Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Да? Поэтому лично я ничего не планирую, я действую ситуативно. Да, есть какие-то планы, которые закладывают, допустим, да, вот там приглашение куда-то там на какую-то конференцию, это планируется. А остальное все происходит ситуативно. Это первое. Второе, у нас тоже есть такие симулякры, есть, вот знаете, Аяд любит повторять такую пословицу: если птица плавает, как утка, ныряет, как утка, похожа на утку, летает, как утка, что это? Вот у нас есть такие граждане, да, которых у меня нет досье, чтобы сказать, что они агенты, засланцы, да, но все их действия, логика поведения говорит только именно об этом. Никаких иных вариантов нет. Вообще. Они сами себя тут премьерами провозглашают, там, председателем парламента там, и так далее. И самое удивительное, что в Украине они востребованы. Я как-то сказал, со мной на связи есть некоторые граждане из руководства Украины. Я сказал, а мы сейчас Януковича назовем президентом. А он же легитимный, он просто сбежал. Как вам покажется? Нет, это неправильно. Его хотя бы избирали. Да, он-то легитимный, а этот нет. Не, вообще, его избирали, он сбежал. Так? То есть я скажу, что Янукович президент. И как вам будет такое? И вообще, как вы к нам относитесь? Я говорю, вы решили, что мы какие-то племя папуасов, вы, значит, вылавливаете среди нас кого-то, навешиваете его перьями, делаете раскраску и ставите нам, говорите, это ваш вождь, примите. Я говорю, это огромное неуважение к нам. У чеченцев всегда были выборные и выбирали всегда лучших. Кадырова никто не выбирал, его Москва назначила. Это огромное неуважение, это оскорбление чеченцев, по сути. Нам Украина навязывает вот этого Закаева. Понимаете? А кто он? Откуда он взялся? Завтра другой приедет, скажет, что он супер-пупер премьер. Тогда что? Потом приедет еще кто-то, скажет, что он там король Ичкерии. Его примут. Я им посылал полностью все документы, выписку с Конституции, объясняю. А потом мне один человек говорит, Муса, извини, его курирует СБУ. А СБУ его курирует, проталкивает СБУ. А СБУ кто? Это филиал ФСБ. Не весь.
Не весь Муса. Не Нет, ну весь, не это весь. если возможно, понимаете, это в те переходные какие-то годы, но с тех пор это неприменимо уже сейчас. Мария, 30 лет не может быть переходными. Переходные могут быть 3-5 лет. Ну так и Понимаете? было. Ну да, сейчас уже не переходные, Была понимаете? сложность с архивами, о которой я вам сказала, но я думаю, что тем не менее за эти годы уже, ну, во всяком случае теперь, я сомневаюсь, что, Ну, понятно, понятно. Хорошо. Тем не менее, я вот решил, раз украинцы Закаева раскручивают, я решил Януковича реанимировать, чтобы не надо один-один был. так делать. Я думаю, что просто украинцы Ну не почему? разобрались. Ну почему же? Как не разобрались? Они что, читать не умеют? Им, к ним обращаются, им протесты заявляют. Во все ваши СМИ, на YouTube-каналы, везде я разослал все необходимые документы. Муса, мы с вами встречаемся вот сегодня впервые, и я счастлива, что вы все это говорите. Просто это вы делаете на моем канале в первый Мария, раз. это Поэтому я сарказм, хотела бы это вас сарказм. попросить, Конечно же, он не просто будет. объясните моей аудитории, как оно на самом деле, потому что аудитория может и искренне заблуждаться. В 2007 году доктор Умаров самоустранился, возглавил общественную организацию, возглавил общественную организацию, религиозную организацию «Имарат Кавказ». В то время Закаев, полностью весь МИД, кроме меня, ушли в отставку и провозгласили себя правительством. Они ушли, они уже были частными лицами и провозгласили себя. Кстати говоря, он делал еще во времена, когда жив был Аслан Масхадов, за что получил строгий выговор, этот документ имеется. Он себя назвал премьер-министром здесь в Европе. Даже был опубликован якобы указ, фальшиво, от имени Масхадова. То есть он с 1986 года был моим другом, Закаев Ахмед. Это я его навязал Джохару. Я считал его друг, да? Разрешите, я для наших зрителей скажу, это, я думаю, не секрет, что вы племянник Джохара Дудаева. Да. Да, и я его навязал, он мне тогда казался таким начальник департамента культуры. Я на тот момент был членом кабинета министров, возглавлял определенное ведомство. И вот поэтому я его там... Джохар меня несколько раз прогонял, говорил, не лезь в кадровую политику. А потом как раз начальник департамента культуры женщину уволили за какие-то коррупционные схемы. Ну и я этого типа протолкнул. Ну, а дальше... Во всем виноваты вы, получается. Я виноват, да. Меня вообще нужно было, как этого барона Мюнхгаузена, в пушку заложить и шмальнуть с меня, понимаете. Ну и вот он себя провозгласил правительством, и началось. А на месте и при исполнении своих обязанностей остались Ахьят Идигов, Алла Дудаева, она министр культуры у нас. Я остался как представитель во Франции, генеральный прокурор наш Хаваш Сербиев, назначенный парламентом, ну и целый ряд еще других. И мы создали это, мы имели полное право, временный коллегиальный орган, назвали его президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Он будет действовать, функционировать вплоть до освобождения нашей страны, а потом проведем выборы и передадим полномочия тем, кого народ выберет. То есть это абсолютно соответствует духу и букве Конституции. Понимаете? А этот человек носится, у него огромное финансирование. Я знаю, кто у него был первый финансист. Это был Борис Абрамович Березовский. Потом был Ивар Амундсен, по-моему. Странным образом все его финансисты помирают. Борис Абрамович отправился на тот свет. Этот Ивар Амундсен, я его видел, он приезжал ко мне. Тоже умер неожиданно, хотя он был... Его называли водочный король Норвегии. А водку он получал из России. Понимаете, это не прямое финансирование, а вот мы тебе дадим еще там вагон водки, эти деньги ему отдай. Примерно так это делается. Сейчас кто его финансирует, я не знаю, поскольку давно с ним не контактирую. Да, я уже с 2007 года с ним не контактирую. Когда он аферы начал, себя провозгласил главой правительства. С тех пор я его там
скажем так, ну, сказал кое-что и больше с ним не контактировал. Этот человек рвется к власти, и он видит себя просто вместо Кадырова. Вы сказали, что он оппозиция Кадырова. Он есть оппозиция. Я не оппозиция Кадырова. Оппозиция – это внутреннее дело. Кадыров – это марионетка, а Закаев – это его оппозиция. То есть он согласен быть на его месте в составе России. Под Россией. Да, это даже в документах, которые они принимают, там сказано. План урегулирования у них взят за основу план профессора Хазбулатова, покойного. А в плане, когда пишут, что там по ссылке никто не уходит, чтобы посмотреть, а что же там. План профессора Хазбулатова. Ну и вот план профессора Хазбулатова. Большая преамбула, там многосотлетнее противостояние, жертвы, там сопли, слезы. И в середине текста написано самое главное, учитывая то, что Чечня – часть России. Все. Нужно самоопределение. То есть мы, оказывается, не самоопределились. То есть декларация принятая, референдум проведенный, декларация принятая общенациональным съездом чеченского народа, в декларация принята нашим бывшим Верховным Советом, указ президента Джохара Дудаева о провозглашении суверенитета, принятая нами Конституция более чем за 1,5 года, чем Россия приняла Конституцию. Выведенные войска впервые на постсоветском пространстве, от нас вывели войска. Неучастие нас в приватизации, которая проводилась на территории России. Понимаете? Отказ бывшего Верховного Совета о проведении референдума на нашей территории, это во времена СССР, о введении поста президента в связи с тем, что это мероприятие, проводимое на территории соседней республики. Там столько очевидных фактов, да, более суверенно с точки зрения права, в том числе международного, чем Чеченская республика Ичкерия, нету, я утверждаю это. Я могу это доказать. Понимаете? А вот эти типы сюда засланы для того, чтобы не извести нас на уровень там автономии российских. Понимаете, втягивают нас, вот как представьте себе несколько человек в яме, да, кто-то хочет вылезти, они его за ноги дергают, вместо того, чтобы подсадить. Вот эти люди дергают нас за ноги и опять топят в этом имперском болоте, пытаются нас сохранить в составе России. Понимаете? И эта компания, посмотрите, кто, Кутаев. Смотрите, кого назначает Закаев или кто с ним вокруг. Они домой ездят, приезжают там. Я не говорю про Джамбетова, я не говорю про Рубати, там был Ярары, забыл, Абдулаев тоже уехал домой. Шарип у него сейчас, который министр иностранных дел, был здесь, уехал домой, работал с Кадыровым, потом стырил деньги, прибежал, здесь стал у него. Какая-то интересная компания, знаете, вот как ртуть переливается, и бесформные, аморфные, хитрые, могут клятву принести. Сегодня они поклянутся, завтра они скажут, что я не клялся. Когда ему приводят свидетеля, он говорит, так было нужно. То есть то они шариат вводят, то они демократы. Если они попадут на Тибет, они наденут оранжевую форму и пойдут там Хара Кришна, Кришна Хара Кришна. Понимаете? Это какие-то популисты, которые не имеют ни стержня, ничего. Кто им заплатит, по ту дудку они будут танцевать. А представить себе, что у чеченцев будут такие в руководстве, я при всем желании не могу. Я сделаю все, чтобы они не были. А сделать я могу много. Не так много, как хотелось бы, но такие дела. У меня осталось, Мария, приятно было с вами пообщаться. Спасибо за общение, за приглашение. Рад был знакомству. Взаимно. Я надеюсь, что мы с вами продолжим.
Я уверена, что у аудитории будет много вопросов, я постараюсь их систематизировать, и в следующий раз, когда у вас будет время и возможность, я надеюсь, что мы с вами ответим на вопросы, потому что я уверена, что многим вы открыли глаза абсолютно. Я уверена, что многим это будет совершенно, ну как вам сказать, новая, неожиданная даже для них информация. Будет интересно, как эту информацию воспримет наш зритель. Единственное, что я могу гарантировать, что я не буду врать. Не скажу, что я буду говорить умные вещи, но врать не буду. У вас получается говорить умные вещи и правду одновременно. Ну, хорошо, слава Богу. Ладно, ребята. Спасибо вам большое. Вам как надо говорить, спасибо за смотрите, Маша приглашение. Вогила, Маш Гойл, Маш Айл, Маш Гойл, уходи свободным. Маш Айл, оставайся свободным. Марш Айл и Марш Войл. Надо вам оставаться, где вы есть, свободными, ну и идти на следующую передачу тоже свободным, конечно же. Да. До новых встреч. Всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо, Мария. Спасибо, Муса. Адикёль Маш Ойл.